Несмотря на хмурую погоду, у 6 сотен студентов и преподавателей Сунжинского колледжа управления и новых технологий сегодня настоящий праздник. Открытие собственного корпуса они ждали 4 года. До сегодняшнего дня им приходилось ютиться в арендованном неприспособленном здании. Зато теперь получать знания студенты будут в новом просторном корпусе, с чем и поздравляют ребят почетные гости церемонии открытия и руководство колледжа. Это очень отрадно для нас, для Сунжинского колледжа управления новых технологий, что наш колледж является одним из лидирующих по республике. А это свидетельствует наши, я именно говорю, что не ваши, а наши с вами места в международных олимпиадах. И как одна дружная семья мы сегодня учителя вместе с вами. Я думаю, что эту планку нам нужно только будет поднимать, но ни в коем случае не опускать. Сегодня вам все условия созданы для ваших, значит, для развития. И я думаю, что вам остается только дерзать. Успехов вам в мир знаний. Не все ведь мы можем учиться в высших учебных заведениях. Не все мы можем выезжать в другие города. А здесь так близко, так удобно, так красиво, тепло, уютно. И причем во главе стоят вот такие хорошие учителя. Мне бы хотелось, чтобы вы, ребята, учились достойно здесь. Новое здание оснащено всем необходимым для плодотворного обучения. Аудитории оборудованы новой мебелью, методическим дидактическим пособием. Есть компьютерные классы, столовая с собственной кухней, есть и римские аудитории. Ну а главная гордость – это лаборатория. Если мы эксклюзивный, может быть, колледж, в котором впервые открыта специальность стоматология ортопедическая. И в этом смысле мы понимаем, какая ответственность на нас лежит, и мы постарались сделать все, чтобы дети получали полное представление о своей будущей профессии. Здесь, конечно же, вы видите уже и макеты готовых, сделанных вот таких вот искусственных челюстей мы видим. Вот. И это работа уже студентов. Это не макет, это не куплено, это то, что наши студенты сами делают. Делают они, конечно же, очень много всевозможных на одну челюсть или на 2 челюсти. Колледж управления и новых технологий функционирует с 2016 года. Ребята обучаются здесь по 9 направлениям: экономика и бухгалтерский учет, право и организация социального обеспечения, преподавание в начальных классах, фармация, сестринское дело, строительство и эксплуатация зданий и сооружений, земельные и имущественные отношения, прикладная информатика и стоматология ортопедическая. Правда, вот в старом корпусе не хватало комфортных условий для образовательного процесса. Учебные аудитории не были достаточно оснащены. Руководство и педагогический состав с первых дней работы поставили перед собой цель – сделать доступным для студентов качественное и эффективное образование. И с этой задачей справились на отлично. Мы находимся вот в городе Сунжа. Город очень нуждается в учебных заведениях. Дети, окончившие школу, выпускники, они могут, не выезжая за пределы республики, вот, находясь дома, в своем городе, получить качественное образование. Это очень радует. Хочется отметить, что у нас в колледже работают очень опытные преподаватели. Среди преподавательского состава у нас много лет проработавшие в средних учебных заведениях, в школах, в университетах преподают, 3 кандидата наук. Оценить созданные условия успели и сами студенты, хоть и привыкли к старому зданию, но преимущества нового для образовательного процесса осознают. В лаборатории заинтересовывает все, там есть и материал, есть и инструменты, есть и, вся техника, которая необходима для именно этой работы, этой специальности. Там есть всевозможные новые какие-то, там электрошпатель, бормашинка есть. В честь открытия нового корпуса для студентов организовали праздничный концерт. Уже в конце этого года Сунжинский колледж управления новых технологий будет выпускать квалифицированных специалистов из собственного здания. Амина Бокова, Асхаб Белакиев, Новости 24.